Дорогие друзья, областное и государственное бюджетное учреждение культуры, Усть-Ордынский национальный центр народного творчества и Иркутская региональная общественная организация по сохранению и развитию этнокультурного наследия «Возрождение» начинает реализацию медиапроекта «Этнокультурное достояние Усть-Ордынского бурятского округа». Дорогие наши друзья, на протяжении всего 2024 года наши организации будут реализовывать проект «Народные игры. Игры предков», в рамках которых мы привлекаем к нашим фестивалям, народным турнирам по народным бурятским играм наших старожилов, которые рассказывают и консультируют нас о том, как правильно, как раньше играли в наши народные бурятские игры. И в рамках медиапроекта «Этнокультурное достояние Усть-Ордынского бурятского округа» нам хочется показать вам, рассказать вам и от уст наших старожилов о наших народных бурятских играх. И первая народная бурятская игра, о которой мы хотим рассказать, это Тулгын Топша, свинцовая пуговка, или же, как называют ее в простонародье, Тыбык Зоска. Герой, который расскажет нам об этой игре, уроженец Ихирит-Булагатского района, корнями уходящий в наши бурятские степи. Хангуев Валериан Михайлович. Дорогие друзья, приятного вам просмотра! До 5 класса я каждое лето практически ездил в деревню. Ну, как говорится, на историческую родину, на малую родину, да. И вот там играли всегда вот шагэ надо. Ага. И вот это играли Тулгын Тапша, которая у нас здесь в Усть-Орде, как она была известна, как Зоска. Вот, ну вот. Что вот интересно, вот когда мы играли в эту Зоску здесь, а здесь у нас, в общем-то, в Усть-Орде тогда в основном было население преобладало, русское, так скажем. И, среди них я был где-то почти в лидерах. Не скажу, что всегда абсолютный лидер, но всегда где-то среди лучших был. Но когда приезжал в деревню, то там всегда я был в аутсайдерах. Деревенские ребята меня вовсю клепали, все подряд. Мне так было обидно, что я вроде бы туда приезжаешь такой, сейчас я вам покажу, как надо, а они там еще. Ну и так что, а в детстве мы играли как? Вот это особенно, говорю, вот эта игра Тулгын Тапша была развита в этих булусах бурятских, здорово ребятишки играли. Там в основном были, подвижные игры такие. Вот когда вообще-то деревенские ребята-то, они всегда же занятые же бывали. Телят пасти, там, сенокос и прочее. Но вот когда, особенно было это, когда телят пасти, это было здорово, это было убегать куда-то. И мы старались где-то по двое, по трое, там, а то и побольше где-то, чтобы эти телята где-то были, и играли. И вот это в основном что, Зоску уже в карман засунул, вот это Тулгын Тапша, и все, и играли, и соревновались. Соревновались по-разному, там много было. Это не просто так на одной ноге стоять и внутренней вот этой набивать. А еще соревновались как ее и внешней, и чередовали. И у каждой я к сожалению, уже больше, сколько уже, 60 почти лет прошло, я уже не помню. А у них каждое было это название. Когда внешней стороной надо было тыльной на одной ноге стоять. И передней надо было то одной ногой тоже стоять. Потом надо было на правую ногу наоборот встать, и левой ногой надо было набивать. Если ты ногу поставил, все, ты уже это выбываешь, проиграл. Очки сгорают у тебя. Поэтому надо было вот на одной ноге прыгаешь на правой, допустим, и левой набиваешь максимальное количество. Потом все, когда упало, либо ты оступился, либо наступил, все. Уже это твое, сколько ты набил, допустим, 25 или 50 очков ли. Это такой, следующий набивает. И вот так соревновались. Потом меняли наоборот. На левой ноге прыгаешь, правой набиваешь. А потом, если еще был другой вариант, это по очереди. Левой, правой, левой, правой, левой, правой, левой, правой.
какая компания как играет. Кто-то, например, говорил, что вот если внешний, то 3 очка. Внешней стороной стопы бьешь. 3 очка. А у вас как было? А вот я говорю, вот у нас там было как, вот, например, я говорю, у меня там много двоюродных братьев, это в Курске. Да, мы там играли все, за любое, вот как ты берешь, 1 очко и все. Жесткие были правила. И набирать очки было очень сложно. Ну, я и говорю, вот как-то вначале-то я сказал же, что вроде бы здесь-то я много, да, среди ребятишек набивал-то, а так вот не смогу сейчас соврать, но я точно помню, что я где-то набивал так в районе 50, а то и где-то больше, да, стабильно, да. Ну и поэтому я и говорю, если даже эти, которые лидеры были, они меня, ну, больше где-то, ну, вот здесь у нас, в Устерде поселке, они набивали где-то, наверное, может, 60, может быть, набивали, а то, может быть, и под 70, но они далеко от меня не уходили. Но когда я в деревню я приходил, там вообще я был полностью аутсайдер, мне так обидно было. Ну, тем более, ну, мальчишки, кого мы, что бурятская играли, русская, никто не понимал, это просто, это общая игра и все. И вот эти наши ребятишки играли, что и русские, что и буряты, мальчишки, с удовольствием играли. Ну, кроме русских бурят, у нас здесь еще много в моем детстве жили мальчишки литовцы, немцы, ну вот когда эти, после, во время Отечественной войны, которых депортировали сюда, вот они играли так, что и вполне, и никто не осознавал, что это какая чья игра-то. А потом тут что-то нас тогда начали уже нам это ее выдавливать, эту игру-то. Почему-то именно шло со стороны, как бы скажем, школьной администрации, что ли. Ну, вот это, тогда вот говорили, что вот это пустили такое, что вот, мол, она вредно влияет на опорно-двигательный наш аппарат, да, что вот это получается искривление сустава, потом это слишком это развивается, вот этот тазобедренный сустав, мол, это, и что, мол, это будет склонность к вывихам и плоскостопие, и в армию вас не возьмут потом с этими. А для мальчишек, тем более, тогда мы все играли же, в войнушку играли, все это самое такое же было у нас. И поэтому как-то сразу уже где-то к 5 классу уже начало уже пропадать это желание играть-то, потому что уже не хотелось действительно заработать себе эти болезни. Более поздние, уже когда в конце 80-х, 90-х уже пошли наоборот, что это хорошо, когда вот это набиваешь, вот это тазобедренное, это работает, у тебя идет интенсивное это кровообращение и работают мышцы малого таза. А они-то, как правило, вот если ты бегаешь или что-то делаешь, они же, как правило, мало задействованы. А в данном случае они интенсивно. Наоборот, все внутренние органы у тебя хорошо, обильно кровоснабжаются и идет развитие всех вот этих органов внутренних. Ну, в частности, например, мочеполовой системы, вот это здорово. Плюс еще развивается координация движения. Вот это все. Надо было мгновенно ориентироваться, как бы сказать, ну, быстроту мышления тоже, как бы скажем, гибкость как. Потому что играли вроде бы на ровном месте, ну а тут еще, видишь, она когда планирует вот это, но я вам, это, вы знаете, наверное, вот эта тулган тапшита, да, вот она как была, баранья эта шкурка, чем больше шерсть длиннее, тем лучше, и к ней просто пришивалась снизу эта свинцовая такая-то пуговичка. И вот она, когда планирует, она, чем было у нее это хорошо, вот это самое главное качество-то у нее, планируемость. А тут, видишь, бывало так, что зачастую порыв ветра будет, когда, то может ее резко в сторону бросить ее. Не именно порывом ветра. А тебе тут надо успеть прыгнуть и обратно так ее. И уметь ее надо бить так, чтобы она летела строго вверх и не просто чересчур сильно высоко, потому что ты ритм собьешь. А низко тоже будет. И ты будешь чистить, а надо так, чтобы у тебя поймать ритм, чтобы как можно больше набить. От ветра, ну вот, допустим, резкие порывы ветра может быть. Ты вот здесь набивал, ее резко бросило сюда. И
тебе тут надо срочно развернуться. И не вот так вот, ну, в смысле, не в нож, не в ниш, а именно как-то у вас есть по договоренности, если внутренний, ты должен развернуться внутренний и дальше продолжать бить ее. А там может быть что? Ты здесь бил-то, ровная площадка была, а здесь бугорок получился. Это очень неудобно, но это уже никого не касается. Ты должен. Ну это, и не сошлешься, о, тут бугор был, давайте я... Все, проиграл, так проиграл. Так что вот это... Тогда же у нас все-таки... Время-то что скрывать-то было довольно-таки немножко это стесненное материально-то. И вся шерсть, вот эти изделия из шкур, оно шло же все к делу. Многое что было-то. Многие отрезали от тулупа, от полушубка, от одеяла. Кунжил такое было же, это шерстяное, длинное. Отрежешь, ну, соответственно, конечно, и ремни это заработать. Ну, сразу же понятно, куда надевалось, если такой от тулупа отрезан аккуратный клочок вырезан. Да и куда, все равно же видит, кто играет. Не знаю, как, конечно, в русских семьях, но в бурятских вот зачастую родители сами помогали. Вот. Мне, например, бабушка дала хороший такой кусочек шкуры, очень хороший. И у меня моя, это вот это, был вот это, мой, как его сказать, спортивный инвентарь, он очень был такой, это, котируемый. Он хорошо планировал. А так это, ну, свинец Тулгын, это, он же Тулгын-то у нас же как широко был распространен. Свинца было вообще достаточно было. Брали на речке в лунку, выковыряешь прямо в земле. И старались ее такую плоскую сделать, лепешечку. Типа, ну, чтобы получилась лепешечка. Ее в той же жестяной банке от старых консервов или чего-нибудь, костер разведешь маленький, туда накидаешь эти куски вот этого аккумулятора свинца вот этих. И вот. А потом он расплавится, туда же заливаешь ее. И все, получилась такая лепешка, блинчик. А там что? Ее больше там кусачками, клещами, это она по-бурятски оборот. Вот этими отрезал ее и расплющил. И что, она получается, она когда раскатывается, там много же, ну а друзей много. И мы все брали ее там как тебе надо там. Из одной лепешки там вообще получалось большой запас. И поэтому особо-то как, чтобы каждый выплавлял-то не было. Каждый, конечно, выплавлял, потому что интересно было. А делились, никто не жадничал. Даже вот этими теми же шкурками у кого-то, если родители разрешали. Но я, например, тоже, когда мне бабушка-то дала такое-то, и мои это оценили, и просили, когда, у тебя еще есть? А я домой прибегал, спрашивал, ну, бабушка, сколько тебе надо? Я говорю, там, Сашке, Петьке надо. Ну, она 2 штуки даст, и пойдешь Сашке, Петьке дашь. Потом Сережка прибегает, допустим, говорит, а мне дай такую же. Ну, бабушке бежишь, она бабушка, ну, поворчит, отдаст тоже. Ну, вот, так и делали. А с свинцом тоже так же щедро делились. И вместе сами же и делали, сидели, шилом проковыривали вот это. А свинцовую, эту, допустим, пуговичку-то брали ее как топшета. Она это, и по виду же напоминает пуговицу, так? Да. Она топшета, конечно. Она и как есть, именно эти 2 дырки еще, да, маленьким гвоздиком пробивали, а шкурку шилом. И эти, кто как умудрялся. В основном старались ее медной проволочкой, потому что удобно и быстро, легко делать. И прочнее. Но, а так-то ее, кто делал дратвой, кто и как, но это все, если брали, допустим, родители, которые уже наших, когда давно уже это поколение-то ушло, они говорят, это делали этими обыкновенной дратвой делали, сухожилиями этими. Я научился там в деревне играть. А потом, когда, ну, вот сначала, говорю, приехал в деревню, играли, а потом здесь уже, когда в школу пришел, смотрю, в школе тут играют, и так уже особо ты даже не задумывался, откуда пришел. Самое что, ну, вот это, по рассказам уже наших, уже ушедших наших дедушек, бабушек, что сказать,
Вот то, что вот мы-то играли, говоришь, до 5 класса, потом уже как-то на нет сошло. А по их рассказам, в эту игру играли даже взрослые дяденьки. Играли, соревновались. Когда у них это было такое свободное время, они в улусах просто брали и соревновались. А это, в принципе, что? Это, я считаю, что это действительно это здорово, полезно. Вот, например, как если 60-летний будет человек играть, уже после 50 лет уже координация же нарушается. А тут ты всегда будешь координацию в форме держать. Это здорово, я считаю. И никаких тогда и суставных болезней не будет, которые сейчас нас всех, в большинстве наших ровесников преследуют. Тем более с координацией-то. Ну, уже это же не секрет же, все так ведь. Где-то с 50 лет уже координация уже резко уже ослабевает и дальше регрессирует. А это она как раз регресс задержит. Я считаю, что очень полезно. Кроме этого же, она же, как я же сказал же, вот циркуляцию крови в малом тазу-то. И плюс еще тазобедренный сустав сам же тоже работает. А сейчас он до чего доходит, что тазобедренный сустав-то сколько эндопротезы ставят и прочее, все вот эти. Плюс еще потом это зачастую ломается-то у стариков шейка бедра. А здесь, если будет хорошее кровоснабжение, питание, вот это наоборот здорово же будет. Отодвинется же все эти болезни. Может быть, я даже не буду вот так это утверждать. Ну, по всей вероятности, отодвинутся, хотя бы сократятся. Ну, играть нужно было вот так вот. Допустим, вот берешь правой один этап. Или как бы сказать, ну да, один этап, потому что поэтапно было. Один этап. Набиваешь правой вот так. Сколько ты набил, ну если сама видишь, если она упала, все. А потом, видишь, играл, и вот даже когда вот правой одной играешь, можно было как? Подкидываешь, ногу ставишь, подкинул, ногу ставишь. Так, да. Раз, два, три. А еще было такое, следующий такой. Подкидывая, ногу не ставишь на весу. Следующий наоборот потом, левой. Следующий этап какой был еще? По очереди, Шарлот. Или Гжерат, как говорили там. Ногу-то, но. Потом был такой, мыском бить надо было. Так берешь это и так вот подкидываешь. И, соответственно, тоже так, ставя, не ставя ногу, опуская, не опуская. И левой тоже так, опуская. Сначала можешь ставить и так, раз. Так было легче. Поэтому я говорю, в разных улусах было разные там правила. Там. И даже в группах, может, как-то и облегчали. Таких строгих правил не было. Там. Просто как договорятся. Ну, и поэтому тоже так же, допустим, очки тоже так считали, допустим, ну вот если ты набил, допустим, вот так стоишь, ногу не опуская. Ну, допустим, 10 набил, а там договорились, что всего 10 набил, оно умножается на 3. И вот она получается, что ты уже заработал 30 очков. No. А в других, допустим, скажут, нет, ничего, там 10 и 10, все. А там следующий был какой? Уже это очень сложный был, внешне надо было набивать вот эти. No. Это всегда было сложно. Ну, тут я скажу, да, 50 внешне набить это было довольно-таки очень трудоемко. Я там, по-моему, даже так 50 внешне никогда не набивал. Набьешь где-то, допустим, внешне там, ну, 10, 12, 15, ну я по себе рассказываю. Другие, может быть, больше. Ну, я еще подчеркну, да, что вот я когда говорю, приезжал в деревню-то, да, а у меня-то отец-то с Корсука, а мать с Капсала, Улус Капсал там. А Хапсалда там, у них тоже там эти были уже. Также играли. Там они и там они гораздо лучше играли, чем наши устердынские. А если кто-то хитрит, старался вот так вот бить, вот этим, сразу наказывали, все, обманываешь, все, вылетаешь. А так-то, конечно, легче вот этим брать, вот так подкидывать.
подкидывать. Да. А должен был ты вот этим местом подкидываться. Его как-то выворачивать уже и стараться так. И за этим все следили. А тут мы хитрить-то всегда пытались. И потом спорно всегда было, вот берет сюда чуть. Но. Здесь тяжело всего 3 сантиметра. Вот это спорные моменты были. Они не было такого массового особо-то. Все потому что играли, потому что если так массово играть, то будет это очередь своей ждать долго придется. Поэтому, как правило, играли по 3-4, а у всех были, большинство своих, ну даже почти у всех, можно сказать. И вы выбирали, у кого хорошие. Вот. Я потом, у меня-то вот, кстати, вот предыстория какая была, почему я бабушка не была. До этого я тоже как-то это взял по привычке самостоятельно, отрезал от даха, это было, это козье, из козье. А у кози там в одну сторону же. И она у меня все время как это, парашют скользила в одну сторону, летала. Это как это называется, в армии это там, глубокое скольжение это, в сторону уходит. И то же самое так. И она, бабушка потом увидела, как я мучаюсь, она мне вот это потом дала, вот это козье, это не козье, а овечье-то. И поэтому, когда говорю, у всех они были такие-то большинство. И поэтому сразу же, чем очередь ждать, играли всегда. Давай, ну, а то и вдвоем, а то и троем. Быстрее же получалось. Но, в принципе, это не такое уж далекое историческое прошлое. Если брать где-то 80 лет назад, тогда играли уже все поколения. От мала до глубокой, ну, до великой и тем более даже до стариков. Играли спокойно. И, кстати, вы тоже играли, говорят, не только мужчины, и женщины играли. Да. И мужчинам было, как говорится, ну сейчас выражаясь, то очень было это обидно, досадно, если женщина или девушка их обыгрывала. Это было уже делом чести, потому что мужчина должен быть всегда первый. Но в этом отношении-то я не знаю, вот как, ну, скажу, вот вообще, вот у нас у бурят-монголов-то женщина, ну, именно она, не сказать, что привилегированное положение, но она имела равное положение в обществе. Она не было у нее такое, что жена да убоится мужа своего. Но тогда вообще известно же, что она могла участвовать и в тех же каких-то, ну, важных совещаниях, решениях. И поэтому она тоже, женщин также наряду с мужчинами и гер ломали. И плюс еще, видите, а тут-то в чем это? Просто наши бурят-монголы, наши предки же, в принципе, кочевой народ. А кочевая жизнь это всегда полна жизнь опасностей. Вот даже как великий русский поэт Заболоцкий как сказал, вот у него же есть про монгола так. Дословно сейчас не смогу вспомнить, да? Сегодня воин и охотник, а послезавтра Божий дух. Монгол и вправду был достоин и жить, и есть, и пить за двух. Сражаться, драться и жениться на 2, на 3, на 4. Всю жизнь и воин, и охотник, а не лентяй и пустобрех. А в этом плане-то почему? Действительно, она кочевая жизнь всегда полна опасностей. И зверей, и природные явления, налетит и бураны, все в степи же. Это же не просто как такая идиллия, это цветочки там, это степь покрыта цветочками, солнышко светит, а он лежит, полеживает возле юрты и наблюдает, как эти тучные стада наливаются. И кроме того, тогда это было что, и налетали же, и угонять скот, и все, и он должен был всегда быть на коне, при оружии. А это как, вот действительно как у Заболоцкого. Сегодня военный охотник, послезавтра Божий дух. А на кого потом остаются дети? Жена потом, она тоже уже становилась и воин, и охотник. Все. Им плюс того еще воспитать вот это потомство, воспитывать. Поэтому они всегда и на равных, и все было. И мне не было там, что вот она должна быть как-то после мужчин садиться кушать. Она на равных садилась и ела, все это тоже самое. Так. И в этом она и участвовала, и в курултаях этих, и все. Так что вот это. Поэтому игры, они никогда не подразделялись. Девчоночья игра или мужская игра, мальчишечья игра.
играли все.